сами слышали, так много наград. Поэтому я Степаниду пугаю, дальше. Я говорю, однажды я куплю китайскую такую френч, все это одену и выйду в люди. Я ее пугаю каждый раз. Я спасибо. Я очень-очень понимаю и принимаю это близко к сердцу. И это... Знаете что, студентам, когда я только студентом был, и спектакль мой состоялся, и многие люди, критики, вот недавно Старосельцы звонили, они стоят передо мной и говорят, что-то про меня говорят, хвалят. У меня всегда было ощущение, что за моей спиной кто-то сидит и про него говорят. Поэтому я поворачивался незаметно и смотрел тогда, с тем, чтобы понять, про кого говорят. У меня это ощущение правда осталось. Поэтому спасибо, спасибо, спасибо. Это театр, все, театр. Мы же, каждый из нас уже живет в театре, да? Если бы не создать театр, то, возможно, мы так бы не сидели, и невозможно точно таких наград, такого почета не было. Спасибо. Так, значит, я просто сейчас скажу, Евгений Савин. Вот то, что вы сидите здесь, для меня это особое. Когда аплодируют, то я аплодирую вам с особым пиететом. Да? Спасибо. Да, я рад очень видеть вас. Мы со Стешей вас очень любим. Пожалуйста. Вот, уважаемые друзья, участники торжества, посвященного нашему Андрею Савичу, я, во-первых, хочу сказать, что я для Андрея Савича не брат, не сестра, а всего лишь главный помощник главного режиссера нашей республики. И сегодня у меня юбилей, 25 лет моей деятельности как главного помощника, да, Андрей Савич? Это был 96-й год. Как раз ноябрь, это был 96-й год, когда я стала работать в Министерстве образования, и мы с вами неплохо познакомились в этом плане. Забыли, наверное, да? 15 миллионов из программы развития образования вы только как получили? Я это помню. Ну, а самое главное, я хочу сегодня сказать о том, что вы, Андрей Савич, не только для якутян, а для всей планеты, наверное, уникальное явление природы. Вот я хочу об этом сегодня вам признаться и выполнить вашу просьбу. Но для начала я хочу, чтобы Степанида Ильинична, которая всегда проста и масштабна, как якутский эпос Оланхо, сегодня от нас получила цветы. Во-первых, можно оба сразу букета дать нашей Степаниде Ильиничне. Никогда не забывает о родителях того индивидуума, который сегодня перед нами. Это представители славной якутской интеллигенции. Это Зинаида Пантелеймоновна Расторгуева, мама Андрея Савича, и, конечно же, Савва Егорович Борисов, папа нашего сегодняшнего юбиляра. И я знаю, что они с небес смотрят сегодня на нас, и поэтому, выполняя волю Андрея Савича, ну, немножко некоторые тут помогали и так далее, но в основном пришлось, конечно же, мне целых 2 часа посвящать вам небольшие стихи. Ну, и у него была такая просьба. Конечно, ты меня можешь нарисовать. Мы его, конечно, нарисовали. Но в то же время он говорил, пожалуйста, без ехидных эпиграмм. Но так как мы на это руку набили, мы решили сегодня, что, конечно же, мы, ну, чуть-чуть, совсем немножечко. Но самое главное, конечно же, мы постараемся сегодня признаться вам в любви. Глубоко уважаемый Андрей Савич, всегда ты первый, гениальный, режиссер ты
не только театральный. Ведешь народ к истине, прогрессу, вдохнув жизнь, постановку, пьесу. Ты можешь все. Заставить нас смеяться, рыдать и безудержно улыбаться. Твои шедевры в сердце родились, и нам без них не обойтись. Добро и радость ты несешь, всему ты смысл придаешь. Творец, философ и мыслитель, создатель, наставник и учитель. Раньше он терпеть не мог слово «учитель», а со временем он понял. И образование, знаете, он как называл? Образовывание. Я даже за ним никак не могла повторять. Но сегодня он учитель. Ты мир улучшил и видит небеса. Восславил ты любовь и мудрость отца, и верность друга в образе пса. Кириск спасен, спасены его алые паруса. Не актуальна ныне золотая маска. Все народы носят сегодня маску. И статуэтку премии Оскара можно выкупить в любом киоске. А ты, Андрей, у нас один. Для нас ты и домофин, и эндорфин. Ну, наверное, и мелатонин. Не только ас. Бас. Сахалы. Бас. Борисов Андрей Савич. Голова всего театрального естества. Ты был пожалован небом. Я раньше все время думала, небо знает, земля знает, и Борисов знает. Поэтому мы тебя посетили, что ты пожалован небом. Стянуть духовным скрепом срединный мир якутян и стал любимцем ты всем нам. Здоровья, успехов, ну и, конечно, также увлекать нас своими идеями. Как-то очень хорошо в одном романе о Чингисхане написал один математик, которого зовут вообще-то народный писатель Николай Логинов, что миром правят идеи. Вот такие хорошие идеи, пусть они нас увлекают. Ну и, конечно же, мы очень рады, что ты нам даешь понять, что нет ничего лучше, роднее, теплее и, наверное, знакомее, чем культура, искусство, которые, конечно же, не просто спасают мир, но прежде всего создают народ, создают нацию. Спасибо тебе за это огромное. Счастья тебе, здоровья, ну и, конечно же, долгих-долгих счастливых лет жизни. Ну а чтобы иногда над тобой надзирали, мы тебе дарим якутского баяная.